Урнарском районе поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. На дом к ветерану Валерьянову Петру Валерьяновичу приехали глава администрации Урнарского района Андрей Тихонов, депутат районного собрания депутатов Станислав Афанасьев, начальник отдела социальной защиты населения Урнарского района Марина Мирошниченко, глава Алгазинского сельского поселения Игорь Иванов, руководитель Канашской студии телевидения Владимир Тимофеев, а также учителя и ученики Алгазинской школы. Именные поздравления с Днем Победы от имени главы Чувашии, главы администрации района, депутатов районного собрания депутатов, глав сельских поселений получил Валерьянов Петр Валерьянович из деревни Алгазина. Ветеран Великой Отечественной войны воодушевленно встретил гостей, поблагодарил за оказанное внимание и уважение к старшему поколению. Глава администрации Урнарского района Андрей Тихонов от себя лично высказал ветерану слова глубочайшей благодарности за непоколебимую отвагу, за твердую стойкость духа, за верность, преданность и защиту нашей необъятной родины. К поздравлениям присоединились глава Алгазинского сельского поселения Игорь Иванов, депутат районного собрания депутатов Станислав Афанасьев, начальник отдела социальной защиты населения Урнарского района Марина Мирошниченко, а также руководитель Канашской студии телевидения Владимир Тимофеев, который является учеником ветерана Валерьянова Петра Валерьяновича. С праздником, да, это великий праздник. Каждая семья у нас в нашей стране имеет и погибших, и героев. У меня дедушка тоже на Ленинградском фронте воевал, был сильно контужен. Его привезли лежачим, полгода лежал он. Его брат родной, мой двоюродный дедушка, там же на Ленинградском фронте пропал без вести. Вот, поэтому это трагедия общая. Это не только День Великой Победы, но это, конечно, и День Великой Скорби. И очень радостно, что ветераны у нас присутствуют среди нас. И это всегда заставляет задуматься о будущем и гордиться ими, и следовать их примеру. Так, чтобы также достойно стараться прожить свою жизнь с пользой для Родины, для родного края, для своей малой Родины. И чтобы гордиться и родителями, своими дедами, бабушками, дедушками, которым в тылу пришлось очень тяжело работать и выживать, можно сказать, и все для фронта отдавать. Владимир Александрович выразил ветерану слова благодарности за хорошие знания, ставшие фундаментом в становлении личности. Вдвойне рады, что наш участник Великой Отечественной войны рядом с нами, Валерьянов Петр Валерьянович. Это мой классный руководитель, который дал нам путевку в жизнь. И мы благодаря этому старанию наших учителей стали такими и любим свою родину, свой край и своих близких, родных и учителей. Мне бы хотелось поздравить вас на долгие годы, здоровья пожелать, долголетия и так до 100 лет дожить, чтобы мы всегда могли ходить сюда. Чем вы больше живете, тем мы себя чувствуем детьми. Хотя мы уже тоже ветераны, хотя и мы тоже пенсионеры, но всегда хочется себя чувствовать детьми. Это с возрастом еще больше проявляется. Когда дети, хочется взрослыми быть, а когда уже взрослые, хочется быть детьми. А когда есть вот такие вы, как родители наши, мы себя чувствуем детьми. Здоровья вам на долгие годы. Спасибо.